Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрпиров. Сегодня состоялся телефонный разговор лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пезешкияном. В начале беседы глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Масуд Пезешкиян, обменялись поздравлениями по случаю древнего праздника Навруз и наступления благословенного праздника Иди-Фитр. В этом контексте лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал уважаемому Масуду Пезешкияну здоровья и новых успехов, а всему дружественному и братскому народу Ирана мира, спокойствия, дальнейшего процветания и прогресса. В продолжении беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-иранских отношений, дружбы и многоаспектного сотрудничества. Президент Таджикистана, выразив удовлетворение сегодняшней динамикой развития и расширения взаимоотношений двух стран, особо отметил значение постоянного диалога на высшем уровне. В этом контексте, как весьма важны были оценены результаты недавнего визита президента Исламской Республики Иран, уважаемого Масуда Пезешкияна, в Таджикистан. Была выражена надежда на то, что их всесторонняя реализация будет эффективно способствовать всестороннему решению насущих вопросов нашего взаимодействия. Сегодня с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, был заложен камень, фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды компании «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе. Это станет первым предприятием по обогащению минералов в Таджикистане в период государственной независимости страны. Предприятие будет считаться не только импортозамещающим, но и большая часть его продукции будет ориентирована на экспорт. С участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, был заложен камень, фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды, закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе. Это еще один устойчивый шаг к дальнейшему развитию горнодобывающей промышленности, увеличению производственных мощностей страны и экспорту отечественной продукции, поскольку это станет первым предприятием по обогащению минералов в Таджикистане в период независимости. Это предприятие будет построено и оснащено современными технологиями для добычи и переработки железной руды и других сопутствующих минералов, а также для производства и экспорта качественной продукции с отечественным и зарубежным капиталом. Только запасы железной руды на месторождении составляют около 60 миллионов тонн. Предприятие строится в два этапа. Первый этап до 2031 года. Годовая проектная мощность предприятия составляет добычу и переработку 2,5 миллионов тонн руды, из которых получается 1,1 миллионов тонн производственного концентрата. Количество железной руды в порошке составляет 62-65%. Из этого месторождения также будут добываться другие сопутствующие ископаемые. Это предприятие будет считаться не только импортозамещающим, но и большая часть его продукции будет ориентирована на экспорт. В настоящее время на строительных работах задействовано 600 местных и зарубежных специалистов. После ввода в эксплуатацию предприятия 1200 человек и после полной подготовки предприятия более 2000 человек будут обеспечены постоянной работой и достойной заработной платой. Было сообщено, что для обеспечения хода строительства песком, гравием и бетоном внутри предприятия имеется цех по производству такой продукции. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия продолжается строительство необходимой инфраструктуры, в том числе высоковольтной линии электропередачи 220 кВт длиной 14 км, водопроводной линии длиной 17 км и 15 км автодороги. В будущем также планируется строительство отдельной железнодорожной ветки протяженностью 30 км. Также для строителей предусмотрены общежития, столовая и другие необходимые условия. Для эффективного выполнения работ предприятием закуплено более 200 мощных машин и оборудования, которые работают круглосуточно. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с ходом работ на предприятии дал конкретные поручения Министерству промышленности и новых технологий, Таджикскому металлургическому комбинату и другим отечественным учреждениям по своевременному выполнению строительных работ на этом объекте и доведению их до производства конечной продукции.
Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после начала строительства предприятия по обогащению полезных ископаемых закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе встретился с активистами отрасли промышленности Сагдийской области. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подводя итоги рабочей поездки в ряд городов и районов Сагдийской области 29-30 марта, провел анализ состояния созидательных работ и развития отрасли промышленности страны. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после начала строительства предприятия по обогащению полезных ископаемых закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе встретился с активистами отрасли промышленности Сагдийской области. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подводя итоги рабочей поездки в ряд городов и районов Сагдийской области 29-30 марта, провел анализ состояния созидательных работ и развития отрасли промышленности страны. Было подчеркнуто, что все меры, принятые правительством страны в период независимости, направлены на повышение уровня и качества жизни народа Таджикистана. До сегодняшнего дня для достижения этой высшей цели создана благоприятная основа для работы и деятельности. Было отмечено, что только за последние 5 лет на территории Сагдийской области было создано 680 промышленных предприятий и цехов с созданием тысяч новых рабочих мест и началом производственной деятельности. В этот период объем производства промышленной продукции области неуклонно рос и в 2024 году достиг 30,4 миллиарда самани, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, эти показатели с учетом имеющихся ресурсов и потенциала все еще недостаточны для достижения цели ускоренной индустриализации страны и обеспечения населения продуктивной занятостью. В связи с этим исполнительным органом государственной власти области, ее городов и районов, Министерством промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и другим соответствующим министерствам и ведомствам поручено принять все необходимые меры для налаживания производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В ходе анализа ситуации с экспортом было отмечено, что до сих пор не в полной мере используются возможности области по увеличению объема экспорта, в частности, экспорта готовой продукции. Были даны конкретные поручения соответствующим структурам по развитию горнодобывающей промышленности и вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей, созданию рабочих мест и производству экспортной продукции. Лидер нации назвал цель строительства предприятия по обогащению железной руды «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе прогрессом промышленной сферы, особенно содействием развитию горнодобывающей промышленности и созданию рабочих мест. Было отмечено, что в процессе строительства предприятия около 600 человек, на первом этапе его ввода в эксплуатацию 1200 человек, а после его полной подготовки 2000 граждан будут обеспечены постоянной работой и высокой заработной платой. После анализа ситуации с добычей, производством и переработкой продукции на промышленных предприятиях Сагдийской области глава государства поручил соответствующим структурам наладить деятельность по добыче и переработке продукции. Было отмечено, что сегодня по всей стране, в том числе в Сагдийской области, во имя достойного празднования 35-летия государственной независимости активизируются работы по благоустройству и созиданию. В этом процессе предприниматели вносят значительный вклад. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству исполнительных органов государственной власти Сагдийской области, ее городов и районов принять конкретные меры для своевременного и качественного выполнения намеченных планов празднования 35-летия государственной независимости. Другие поручения были даны ответственным лицам ряда государственных структур в отношении создания предприятий, организации новых рабочих мест и устранения факторов, сдерживающих развитие отрасли. В завершение выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал инвесторов, предпринимателей, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий в области приложить усилия для достижения общенациональных целей, развития и прогресса страны. Сегодня в городе Душанбе в честь начала кампании весеннего призыва молодежи в ряды вооруженных сил Таджикистана состоялся День призывника. Правительство страны постоянно принимает целенаправленные меры для дальнейшего развития и создания гармоничных условий для доблестных солдат и офицеров Родины. Служба в рядах вооруженных сил является основным гражданским долгом граждан страны. Ряд городов и районов уже в первый день выполнили план призыва молодежи
в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. В стране проводятся мероприятия, посвященные призывной кампании, на которых отмечается важность военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, вступающей в ряды вооруженных сил. 1 апреля в стране начался весенний призыв «Вооруженные силы Таджикистана». В Душанбе состоялись торжественные проводы призывников со всех 4 районов столицы на службу в ряды национальной армии. В ходе мероприятия было отмечено, что правительство страны постоянно принимает целенаправленные меры для дальнейшего развития и создания гармоничных условий для доблестных солдат и офицеров Родины. Служба в рядах вооруженных сил является основным гражданским долгом. Нынешняя сложная ситуация в мире требует от каждого чуткого человека и честолюбивой молодежи чувствовать большую ответственность за защиту государственной независимости и рубежей государства. Напомним, что согласно указу президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2025 года об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1998-2007 годов рождения на военную службу 1 апреля текущего года во всех городах и районах страны начался весенний призыв граждан в ряды вооруженных сил. Перед отправкой призывников в места постоянной службы по традиции проходит обряд нонгазон, во время которого каждый юноша откусывает от лепешки, а родители и ветераны произносят слова напутствия будущим воинам. Призывникам, прошедшим краткосрочные курсы обучения вождению, были вручены соответствующие документы. Вооруженные силы независимого Таджикистана являются одним из основных столпов нашей национальной государственности. Вооруженные силы независимого Таджикистана являются одним из основных столпов нашей национальной государственности. Вооруженные силы, другие военные структуры и правоохранительные органы страны принимают все необходимые меры для обеспечения на высоком уровне надежной защиты государственной границы, безопасности общества и государства. Горно-Бадахшанская автономная область в первый же день выполнила план весеннего призыва молодежи в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Выполнение плана весеннего призыва свидетельствует о глубоком понимании гражданской миссии, теплой и искренней любви молодежи к родине. Было отмечено, что служение родине – это служение родителям, символ спокойствия и достатка каждого жителя республики. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в одном из своих выступлений отметил, что когда мы говорим о патриотизме, мы прежде всего имеем в виду защиту Родины и территориальной целостности республики. Сегодня долг каждого добропорядочного гражданина и каждого патриотически настроенного таджика от мала до велика приумножать достижения независимости и укреплять столпы государственности, одним из которых являются вооруженные силы Республики Таджикистан. 1 апреля города и районы Хатлонской области полностью выполнили весенний призыв молодежи в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. План призыва был полностью выполнен в первый же день. Многие молодые люди с высоким чувством патриотизма были направлены на воинскую службу. Этот показатель свидетельствует о высокой готовности молодежи, усилении воспитательной и патриотической работы среди населения. В этот день состоялось шествие, в ходе которого юноши продемонстрировали готовность к защите Родины и ее рубежей. Молодежь осознает, что защита Родины, охрана рубежей страны, обеспечение мира и стабильности является предметом гордости и чести. В войсковой части войск быстрого реагирования Министерства обороны Республики Таджикистан в Ражском районе с особым величием и торжеством состоялась церемония проводов призывников в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан под названием «Служение Родине-Матери. Священный долг молодежи». В этот день на плац войсковой части прибыли призывники из районов Ражской зоны для вступления в ряды национальной армии. В результате все районы этого региона страны выполнили план призыва на 100%. Служба в вооруженных силах Таджикистана является гражданским долгом каждого молодого человека и считается великой школой мужества и патриотизма. Призывники преданно и гордо служат своей родине, защищая ее землю с безграничным мужеством и отвагой. Защита рубежей Родины – одна из важнейших обязанностей каждого жителя страны. Матери призывников отметили, родители должны воспитывать своих детей в духе патриотизма, защиты национальной чести и достоинства,
напутствовать их на защиту Родины. 156 призывникам, прошедшим курс обучения вождению в общественной организации содействия обороне, были вручены водительские права. В завершении торжественного мероприятия состоялась яркая концертная программа. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!